Вот, что кругом бандеровцы с черно-красными флагами. Вот, и надо... Ну, один флаг это кругом, конечно, им показалось. Ну, у страха глаза велики. Вот, но сегодня важное судебное заседание. По той причине, что они прощупывали, насколько мы податливы. Можем ли мы смириться с тем, что они совершают нарушение закона, не дают заявлять ходатайство, да, потому что по закону заявить ходатайство – это право. Суд может его удовлетворить, может не удовлетворить, но рассмотреть обязан. Вот. Сегодня они пытались сделать, что они вообще не принимают никаких ходатайств. Так нельзя. Вот. И поэтому, когда у нас дошло до угроз о том, что они хотят удалить из зала суда, они побежали звонить в совещательную комнату, полчаса звонили, и, видимо, там им объяснили, что нет, вот до такого беспредела доводить нельзя. Даже если проводится политическое судилище, то все равно необходимо хотя бы формально, но соблюдать процедуру. Вот. Второй важный момент. Это мы все-таки перешли, наконец, к допросу потерпевших. Сейчас прокурор запросил, что всех потерпевших, 85 человек, будут допрашивать. Также всех свидетелей, которые указаны в обвинительном заключении, тоже около сотни человек. Вот. Соответственно, это занимает достаточно длительное время. Вот. Первый потерпевший, сейчас прошу прощения, я отвечу секундочку. Алло? Алло? Не получается, да? Я понял. Ну вот только сейчас. Я понял. А сколько это займет по времени? Я понял. Ну ладно, хорошо, спасибо. Сейчас вот Эльмира. Алло, Эльмира. Да, хорошо. Но он уже убежал уже. Мы, да, напишем. Ну, подходите, да. Хорошо, спасибо. Вот. Соответственно, что у нас с потерпевшей Кошелев? Кошелев ничего не видел. Вот. Он не видел то, что вменяется Ахтему Чайгозу. Он не видел самого Чайгоза. Он не видел, чтобы кто-то давал команду. Он указывает на какие-то красные куртки, да, на каких-то людей неведомых, кто якобы организовывал массовые беспорядки. Вот. Сам Кошелев, судя по его показаниям, отрицает сам факт массовых беспорядков как таковых. Он говорит о том, что и в одну сторону толкались, и в другую сторону толкались. И несмотря на то, что прокурор в конце вопросами наводящими попытался вывести, что вот значит плохие крымские татары и хорошее русское единство, все равно его показания, они уже даны в обе стороны. Он не может уже отыграть. Плюс сегодня суд удовлетворил наше ходатайство, и я считаю это важно, о выдаче протокола по частям. То есть мы можем сейчас брать по мере изготовления протокола, смотреть, кто что говорит, подавать на это замечания. Обычно в России практика такая, что говорят, нет, протокол потом, и выдают уже после процесса огромный талмуд, в котором куча фальсификата. И надо это все перелопачивать и так далее. Сейчас, если они все-таки не переиграют, у нас будет возможность проверять показания каждого потерпевшего, каждого свидетеля, который выступает, и давать им, соответственно, оценку в замечаниях к протоколу. Вот это тоже достаточно важный момент. Ну и очевидно, что они не очень быстро собираются, не каждый день проводят эти суды. Вот, видимо, раскачиваются, потому что следующее судебное заседание состоится только в пятницу, а потом через неделю еще два будет, в четверг и в пятницу, 18 и 19. А нет, прошу прощения. 18, да? Да, 18. Вот. При таком режиме это затянется на долгие месяцы, может быть на год. Потому что объем всех этих потерпевших, 85 потерпевших. Ну и показательно поведение потерпевших, которые наперебой хотят побыстрее дать показания, чтобы отвязаться от этой повинности. Но проблема-то в другом. В связи с тем, что дело разделено, им еще надо ходить на суд к Мустафе, к Али, и этого никто их не освобождает. И они этого не понимают, и прокуроры, зная это, не говорят им об этом.
потому что потом им придется ловить их с милицией. А им всему подписка о полуострову. невыезде нельзя сделать? Нет, ну это потерпевшие. Не, ну, А они, они же и уехать-то никуда не могут. Ну куда им, в ДНР смотри, из-за уезжать? того, что у него там санаторий, Ахтем Чикоз должен его ждать, получается. Нет, А скажем если у него так, простата там в железе, он писать не может. на данной Ахтем- стадии, когда 85 человек, прокуроры могут жонглировать. Я имею в виду, может дать просто отказ тем, которые Нет, торопятся? нет, к сожалению, закон не позволяет потерпевшим, да, ну, скажем так, лишать их права на дачу показаний, на присутствие в суде. Мало того, в отличие от свидетелей, которые не могут слышать, что говорят другие участники процесса, потерпевшие могут слышать, что говорят. Но Я имею в виду ситуацию, Николай, что вот он уехал куда-то там, скорее всего, в Украину собирается там, потому что пожрать есть что. но этот орденами увешан, я не уверен, что его пустят. Ну, неважно. И вот он его обязан будет ждать потом, если он не вернется через год. Это задержит процесс? Условно говоря, если один потерпевший не вернулся, да, и куда-то пропал, то, конечно, обязаны ждать. Но в таких случаях, как правило, берут письменную бумагу, то есть перед тем, как он будет куда-то уезжать, его вытащат, заставят подписать бланк без номера, что он как бы не желает ничего, и оставят у себя до лучших времен. Когда возникает ситуация цейтнота, что невозможно, да, человека нету и найти его не можно, они просто приложат, подрисуют дату и приложат в суд бумагу. Вот это проблема прокурора. 4 часа вот что сегодня. Ну ладно, и что дальше? Это значит, на каждого будет по 4 часа. Но, скажем так, мы будем допрашивать всех предельно пристрастно, предельно долго, да, потому что в интересах самого Ахтема разобраться, да, показать всю несостоятельность предъявленных ему обвинений. А ваши вопросы будут примерно такие же ко всем? Или- Так Ну, это примерно плохо, что такие же, потерпевшие слышат, они будут уже подготовлены к Но следующему нет, допросу. это плохо с той точки зрения, что какая-то группа потерпевших ходит на суды, но подавляющее большинство не ходит и не знает о том, что происходит. Ходит устойчивая такая группа. Ну вот это устойчиво сейчас подготовится, Ну, да? они подготовят. Да мало того, я уверен, прокурорам будет давать опросники. Каждому из них дают старые допросы. Они читают свои старые допросы, которые давали в ходе предварительного расследования. Это все. Но вы это можете выявить, да? Ну, Что они судя по получили? тому, что происходит, это будет примерно такие же ответы стандартные. Мы задавали вопрос про Аксенова, присутствовал он там, не присутствовал. Он сказал, что он его не видел. Вот, то есть, если потерпевший или свидетель говорит, что он не видел, то задавать вопросы относительно конкретных действий того, кого он не видел, бессмысленно. Да, это просто снятие вопросов и затягивание времени. Поэтому мы идем по принципу воронки сужающейся. Сначала мы задаем общие вопросы, и потом уже конкретизируем их до каких-то вещей. Может быть, и карту вот территории Давайте, Верховной Рады. девочки мои, милые, давайте информацию дослушаем, потом будем вопросы две задавать. куртки красные, да, и вот правый сектор. Да, насчет двух курток уже зафиксировано вроде, что это нельзя сбрасывать со счета, а правый сектор там нами видит. Но, понимаете, какая штука? Правый сектор же Чайгоза не инкриминируется. Его не обвиняют в том, что он является участником этой организации. Мы должны акцентировать. На мой взгляд, это наоборот даже лучше, потому что если они будут говорить, что это только крымские татары, то нам будет сложнее отбивать, а если они говорят, что это правый сектор присутствовал, тогда есть масса, скажем, возможностей для дополнительных вопросов. А кто конкретно, из какой области этот правый сектор приехал, а это был ли Мальян или нет, да, и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, здесь чем меньше вот этой вот черно-белости, чем больше вот палитры определенные, да, на мой взгляд, это лучше. Николай, ну мы же все здесь достаточно взрослые люди. 600 понимаю, тысяч, что- бардака, 600 тысяч здесь проживает украинского населения. Ну да. Среди них может быть какое-то количество, которые поддержали правый сектор. И нормально. Да? Я Они думаю, за что мы целый должны день все подумать не о Чикозе сегодня. Это же не рядовое дело, ты понимаешь это. Его дело оно касается нас. То есть нас отсюда просто выкидывает. Скажем так, Поэтому, понимая это, мы не должны сегодня думать. Не о Чикозе должны думать сегодня. То есть от Чикоза к себе вернуться все должны. И вот эти детали, просто я понимаю, что это интересно там на суде задавать. Вопросы будут одинаковые, ответы будут одинаковые тоже у всех. Слова будут разные. Русский язык они просто знают очень плохо, хуже, чем мы. Поэтому они даже... но, скажем так, в политических делах Чикоза, но это всегда- суд над нами, а не Чикозом. Вот о всегда чем я думаю. присутствует элемент некой обреченности, да, потому что Нет, в это не политическом обреченность. процессе есть государство и есть те, кто выступает против него. Но
отталкиваясь от конкретных обстоятельств, конкретных уголовных дел, мы можем ситуацию поднять до принятия политических решений. Ну вот если это получится... Так мы в этом направлении работаем. Понимаете, само по себе участие в судилище – это бессмысленная затея. Вместо меня мог быть любой другой адвокат, могло бы быть и без Чайгоза в его отсутствие, и я здесь для другого. Я здесь для того, чтобы протянуть ниточку от конкретного политического судилища в высшие политические сферы за рубежом. Чтобы... У тебя есть такой опыт, когда политических? Мы освободили Надежду Савченко, да, которая там критически там совсем многие... другое. Это Савченко, это не Чайгоз, Нет. к сожалению. Нет, подождите, вот не надо. Что касается Савченко, с самого начала я ее защищал, да, нам удалось из одного из рядовых дел, связанных с Украиной, а их было десятки этих дел, и они до сих пор там остаются, да, и Сенцов сидит и так далее, нам удалось поднять проблему и принятие решений на высокий политический уровень, благодаря чему единственная и первая из граждан Украины, военнослужащих, Савченко была освобождена в России. Какая она, это уже 10-й вопрос, это меня не касается. Моя задача — результат, освободить это как человека. раз это касается нас, потому что там, ну понятно, там другие мотивы. Ну ладно, сейчас, Это, если да. мы сумеем вот эту проблему Чайгоза хотя бы... Чайгоз — это одно на дело, уровне Савченко а есть поднять. еще дело 26 февраля, которое выделено, а есть еще ряд специфических дел, связанных с Хизбут Тахрир. Все вместе это должно показать на политическом уровне, что руководство Российской Федерации после оккупации Крыма фактически занимается этноцидом коренного народа. Вот о чем надо говорить. А это лишь частные проявления этой государственной политики. Вот. И пока у нас есть возможность, мы этим занимаемся. Мы продолжаем. Дальше у них будет новое дело. Там будет дело против Ислямова и Чубарова по фактам диверсий. Да, они будут связывать их с ИГИЛом. Межлис связывать с ИГИЛом как запрещенная организация. То есть эта работа, эта политика, она ведется планомерно. И сейчас, даже находясь в каких-то частных вещах, вроде вот этого уголовного дела, это всего лишь ниточка, которая позволяет привести к конкретным политическим Если результатам. они их выкрадут и будут судить как Савченко? Нет, зачем? Заочно. Без участия? Или... Да, заочно будет. через интернет можно, да? Нет, не через Все интернет. мы видели, Объявят международный розыск и будут судить здесь на полном серьезе. Кого это? Без участия. Да, Чубарова. Чубарова с Ислямовым. все события 26 февраля транслировали в прямом эфире, Он и блин. Мы видели, как это взаимная толкотня там разводили, и Чайгоз разводил, и Чубаров, и Аксенов там на кадрах. есть. Настоящая давка началась, когда прибыли автобусы из Севастополя. И тут уже А в выбирать российском не суде можно приходилось. использовать кадры из или нельзя? Есть собранные следствием видеоматериалы, Нет, достаточно вы свои большое можете количество. предоставлять? Практически нельзя. Здесь в этом А зале они не будут будут смотреть использовать, да? такие? Они будут использовать, да? Они будут использовать то видео, которое следствие собрало. И мы его будем использовать. Потому что Но видео они же это... используют то, что им удобно. А мы будем использовать то, что нам удобно. Они используют то, что изъяли у тех же операторов. Да. Но они же, наверное, куски вырежут. Они же могут вырезать куски? Нет, нет, там уже есть конкретные видеофайлы, которые уже есть. И мы их будем все отсматривать. И та сторона, и не та сторона. Все, когда мы там следующего? 11, да? 11. 12. Нет, 11-го завтра ну это Дегерменчик. Завтра 10-го. Вот. Завтра. 12 будет заседание по делу Чайгоза. Это будет пятница в 10 утра. А 11 состоится суд по Умерову, где его собираются отправить на принудительную психиатрическую экспертизу. А 10 числа состоится суд по мере пресечения, по жалобе на меру пресечения в отношении Мустафы Дегерменджи. Завтра. Здесь? В час. Здесь? Да. Здесь в час. Поэтому суды каждый день. Я считаю, что нужно поддерживать всех. И в связи с вот этой вот психиатрическим судом надо поддержать Ильму Умерову обязательно. Потому что сейчас это возвращается советская карательная психиатрия. Они собираются... они не смогли заставить его отправиться добровольно на эту психиатрическую экспертизу. И они сейчас хотят вынести судебное решение, чтобы его просто взять под руки и уволочь туда. Причем они имеют полное право проводить экспертизу не в Крыму. Они могут увезти его в Москву, в Институт Сербского, и держать там. Вот. Поэтому сейчас очень важно проявить солидарность в этом вопросе. Очень важно.
Вот. 11-го я буду на суде Умерова, и я буду намного, защищать его. намного страшнее, чем тогда. Сейчас намного страшнее. Даже Советский Союз, мне кажется, уже... Фашизмом К я сожалению. был на одном процессе, они совершенно понятия не имеют, что за течение, что там, какая идеология, чего. Адвокат говорит прямо, я бы встретился с каким-то самоведом, что хотя бы сориентировался. Разве можно так судить? Нет, а там установка идет. Просто Хизбут Тахрир это организация, которая в России уже давно признана экстремистской. И есть Априори. огромное количество людей с Северного Кавказа, с Татарстана, с Башкирии, которых осудили только по факту того, что они имели какое-то Причем отношение. роль прокурора ФСБ исполняет. Да. Это ФСБ себе делает статистику. Да, спасибо большое. Вам большое. Всего доброго. Мы сегодня смотрим 7